Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в программе якутские моржи открыли купальный сезон. Дружба между диким животным и домашним питомцем возможна. Также покажу кадры редкого явления, заснятые очевидцами. И еще о многом-многом другом поговорим сегодня с вами. Давайте же приступим. В социальных сетях распространилось удивительное видео. Жители города Нерюнгри засняли собаку и лису, которые друг с другом мирно рядышком находились. Жизнь на улице сдружила животных. Сразу вспоминается мультик от Диснея «Лис и пес». Оказывается, дружба между лисой и собакой возможна. Копер! Тот, я не хочу, чтобы он тебя убил. Ищи! Ищи! Тот, на этот раз я дам тебе уйти. А вот в селе Сватай, в Среднеколымском районе республики, жители увидели и засняли очень красивое и редкое явление. На местной речке кормились и отдыхали сразу несколько видов перелетных птиц. Это лебеди, утки, гуси и стерхи. Увидеть такое зрелище наяву никак иначе, как удача. Любители экстремального купания в ледяной воде открыли купальный сезон. На городском пляже города Якутска состоялся заплыв моржей. В нем приняли участие 5 любителей зимнего плавания. Что неудивительно, ведь эти же любители демонстрировали нам купание и в минус 50. Так что разницы купаться зимой, ранней весной или осенью для якутских моржей нет. «350 километров по тайге пешком, неся 97 килограммов почты для того, чтобы доставить посылки в труднодоступные села». Такой смелый поступок во время распутицы совершил начальник почтового отделения Афанасий Пелетинский в Кобяйском районе. И вот, наконец, почту в отдаленные районы Якутии будут доставлять на вездеходе. Почта России доставила снегоболотоход в поселок Сангар. Транспорт работает на бензине и может развивать скорость до 50 км в час. Доставка почты в Кобяйском районе всегда была проблематичной. С начала ледохода дороги размывает, так что ни одна техника не может проехать. Из поселка Сангар Почта России доставляет грузы в 13 населенных пунктов. Ежемесячно получается до 1 тонна груза. Благодаря новому снегохода-болоту жители Кобяйского района уже совсем скоро почувствуют большую разницу сроков доставки почты. Транспортное сообщение полностью прекращается. Ни на УАЗиках, ни на тракторах, ни на вездеход. Практически только на вездеходах можно доставить корреспонденцию до читателей. Я уверен, что с получением новой техники доставка станет быстрее, а процесс работы будет упрощен для наших работников почты. В Якутске появится новая скульптура, посвященная настильнику Чурочной мостовой. Авторами проекта являются скульптор Николай Чочасов и архитектор Марина Рожина. Новая скульптура появится уже в сентябре этого года, и расположена она будет в старом городе. Как оказалось, чурочным настильщикам есть интересные исторические события. Макет будущего памятника посмотрела Ирина Григорьева. Скульптуры вообще во всем мире нет. Она будет единственной. Уникальный, немного лубочный, но точно народный. Именно такой образ трудолюбивого мостоукладчика решили подарить энтузиасты к юбилею города Якутска. Скульптор Николай Чочасов и архитектор Марина Рожина решили создать шаржевую композицию настильщика Чурочно-мостовой. Он будет полностью выкован из металла, но точно с душой. Этот персонаж, он один из настильщиков, который несет с собой чурки для настила мостовой. И так как еще мостовая не готова, он то и дело спотыкается, но делает свое дело. Показать людям пример трудолюбия
и любовь к нашему городу. Эта идея шаг за шагом вдохновила многих энтузиастов, а главное – разных людей, любящих свой город. Образ мостоукладчика подкинул еще одну замечательную идею – замостить мостовую из оригинальных чурок, которыми укладывали улицы еще в прошлом веке. Вот видно, что чурка, которая была наружной частью, она вот видно от машин, от уже примятая, а вот та тыльная сторона, которая была, она ровненькая стоит. Видите, как чурочки прекрасные. В руках у Руслана Васильева целый пласт истории. Этим деревянным шашкам почти 100 лет. Такими чурками мостили Якутск в 30-е годы в прошлом столетии. Такой же забытой технологией были изготовлены улицы в Петербурге еще при Петре I. В Якутске вопрос благоустройства дорог всегда стоял очень остро. Сделать улицы чистыми и опрятными в городе на вечной мерзлоте помог только этот старинный способ. Не было гравия, не было там, ни щебенки, ни бетона, ничего не было. Да? Поэтому что надо было делать? Я думаю, что как раз в это время к нам приехал в город Якутск Ефим Жарницкий. Это был, в общем-то, очень образованный человек. Он закончил военно-инженерную академию РКК. Он был военный инженер. Поэтому такое, в общем-то, он для города сделал очень много в домостроении, вообще в строительстве. И, возможно, это была его идея. После гражданской войны Якутск стал бурно развиваться. Открывались новые учебные заведения, появились первые каменные здания. В Якутске всем миром строили торцовые мостовые благодаря лесопильному заводу, где всю зиму делали заготовки. Теперь каждая такая шашка на вес золота. При разборе полотна дороги проспекта Ленина были обнаружены исторические чурки. Волонтеры от Центрального округа, представители Общественной палаты Всероссийского общества охраны памятников решили собрать исторические шашки и привезли их в старый город. Какие еще скульптуры можно установить вот в центре города? Вот. Были разные идеи, например, какие-то сказочные персонажи, например, там Бейберекена Мерсен, либо работник водоканала, который из люка выглядывает, как в других городах. Да? Пока размышляли, пришла такая идея, что, возможно, в связи с тем, что у нас в этом году будет реконструкция проспекта Ленина, а 100 лет тому назад проспект был уложен чурками, что, возможно, чтобы историческая связь была, сделать скульптуру чурочника. Да, конечно, мы поддерживаем. Это была инициатива управы Центрального округа. Уже осенью эта скульптура настильщика чурочной мостовой, но уже в полный рост, будет установлена в старом городе, как излюбленное место горожан и туристов. Авторы проекта считают, что новая скульптура настильщика чурочной мостовой также завоюет любой горожан, как и эта скульптура дворнику, которая была установлена несколько лет тому назад около кинотеатра «Центральный». Такие оригинальные скульптуры вызывают улыбку, смех и даже радость, потому что людям очень нравятся такие памятники. Новый образ мостоукладчика – это продолжение человеческой истории в скульптуре, отмечает автор проекта. Ведь образ трудолюбивого работника, профессия которого создает комфорт и уют в городе, всегда вызывал добрую улыбку. Ирина Григорьева, Артем Алексеев, Якутск. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всем отличных выходных и хорошего настроения. Встретимся в эфире.